Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему чувства, мысли, действия загаданного человека по отношению к вам на сегодняшний день. Гадать я буду вот на такой замечательной, еще не могла понять, где у меня камера, вот такой замечательной колоде Таро, как розового миллениала, да. И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Так, любуйтесь, сейчас будем доставать карты. Так, первая карта будет показывать ваши чувства к этому человеку. Именно по ней вы будете ориентироваться, правильно ли вы выбрали позицию для себя. Итак, первая, вторая позиция. Надеюсь, что видно, да? Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Итак, ваши чувства к этому человеку, да? И мы здесь видим карту рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов всегда показывает сильное влечение, страсть. Очень вы увлечены этим человеком. Вы готовы ради него на многие свершения. Но сказать, что это вот большая ответственность в чувствах, я не могу. Скорее, тут понятно, что вы горите к этому человеку, что у вас именно к нему очень сильное притяжение, да? Но сказать, что вы готовы полностью отвечать за него, разделить с ним проблемы, трудности в жизни, наверное, со всей ответственностью не получится. Вы как будто бы горите привязанностью к нему, да? Вы очень хотите добиться от него чего-то, вы хотите, чтобы он был рядом с вами, вы хотите с ним контакта, общения, но это еще не совсем большая серьезность. А вот если вы загадали кого-то, с кем вы в браке находитесь или уже в серьезных отношениях, карта говорит о том, что вы на данный момент времени, да, считаете этого человека недостаточно надежным, чуть-чуть ветреным, но при этом сами восхищаетесь им. Если вы себя узнали, продолжаем. Теперь смотрим, а что этот человек чувствует сегодня к вам. Сейчас узнаем, что он чувствует к вам. 8 кубков. Вот вы знаете, эта карта 8 кубков, она всегда говорит о том, что человек ищет свое счастье. Найдет ли он в вас это счастье или в ком-то еще, сейчас неизвестно. Но самое важное то, что он себя чувствует в последнее время не в своей тарелке. И на сегодняшний день вот самое лучшее, да, это научиться быть вот как-то вместе, сосуществовать так, чтобы все-таки смиряться с недостатками друг друга, понимать друг друга больше, иметь духовную близость. Вообще духовная близость в паре очень-очень важна. Если вы будете переживать вместе какие-то трогательные моменты, интересные опыты, впечатления, то, естественно, это будет вас объединять. Вот задумайтесь над этим. Он ищет уже свое счастье, найдет ли он его в вас, да? Вот как будто бы он даже отходит в сторону, этот человек. И он может прийти обратно к вам, но только в том случае, если он поймет, что я был счастлив здесь все это время, и я буду счастлив. Так, его мысли. Его мысли по отношению к вам. Что он думает об этих отношениях. Одно дело чувства, да, другое дело мысли. Что же он думает? Смотрите, тут у нас с вами, значит, 6 пентаклей. 6 пентаклей – это карта, которая показывает, что человек готов вам помогать. Вот он, кстати, готов проявлять к вам в будущем ответственность или сделать для вас что-то очень хорошее и приятное. Еще этот человек на самом деле хочет сотрудничать, взаимодействовать с вами в личных отношениях. То есть все-таки договориться с ним можно. И он еще пока не готов разорвать, допустим, отношения, да, а готов именно сотрудничать, общаться
и находить вот эти точки соприкосновения. А еще прям чувствует за вас вот какую-то ответственность, что вам надо вот, как сказать, подставить плечо, да, сделать для вас что-то. Может даже материально в вас вложиться, даже до этой степени. То есть, несмотря на то, что у него вот в чувствах есть такое желание, да, искать свое счастье, но это не значит, что он, я говорю, вот, что он ищет его вне вас. Может, он ищет его в вас, это счастье. Так, действия в ближайшем будущем. Какие действия в ближайший месяц примерно, да, будут с его стороны, в вашу сторону, как он будет действовать. И тут у нас вышла карта умеренность. Вообще умеренность — это карта исцеления, с одной стороны, примирения в отношениях, а с другой стороны она иногда показывает, что отношения развиваются очень медленно, тихо, и человек, да, он берет ответственность, но сильно большой яркости и страсти в отношениях не происходит. Я бы не сказала, что это активная фаза, но он может идти к вам за примирением, за тем, чтобы больше терпеть недостатки друг друга. И он может даже говорить, что у вас вместе счастье, да, что вы должны быть в стабильности, что вы должны найти равновесие в паре. Вот. Но вспышки пока, конечно, не ждите. Активных таких вот прям, что кардинальных действий, наверное, не ждите. Но вот улучшать отношения человек будет и даже исцелять эти отношения. Ну, вот такая первая позиция. А мы идем к второй позиции. Кто выбрал второй вариант? Ваши чувства к этому человеку сначала смотрим. Вы по ней ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию. Это пятерка мечей. Пятерка мечей показывает мстительное отношение к человеку, как будто бы он вас обидел, и вы хотите ему отомстить. И бывает такое, что просто вы уже не доверяете этому человеку, сердитесь на него, злитесь на него, очень переживаете из-за чего-то, хотите его переспорить, хотите его перебороть в каких-то вещах, вопросах. То есть вот в этом суть этой карты. Такое немножко враждебное отношение, претензии к этому человеку, ревность, ужаленное чувство самолюбия. Если вы испытываете такие чувства, значит, это ваша позиция. Тогда давайте посмотрим, а что этот человек чувствует к вам сегодня? Какие у него-то чувства? Вот у вас такие острые, да, получается, такие с претензией. А что он чувствует? Давайте узнаем. Что же он чувствует? Королева мечей. Тоже ничего хорошего вам скажу, потому что он ощущает желание вас подавлять, контролировать. Холодок пробегает. Тоже желание может быть даже и пробежаться по вашему достоинству, оскорбить, обидеть, да? Или отомстить за что-то. Карта Королева мечей показывает желание уединиться или чувство одиночества, брошенности, да, что вы его бросили, или вы друг друга бросили. Конечно, ему от этого как-то неприятно, тяжело. Так, смотрим его мысли. У вас какая-то не очень хорошая фаза, да, в отношениях, я ощущаю. Какие у него мысли, да? О чем он думает? И тут у нас, значит, карта Император. Я, да? Слово «я». Да, он хочет проявить за вас ответственность. Мы все-таки видим в раскладе и мужчину, и женщину. Мы понимаем, что человек еще от пары не до конца отказывается, что он готов вкладываться в вас, отвечать за вас, делать что-то для вас, может быть, хорошее. Но при этом и гордость свою проявлять, и показать, кто в доме хозяин, и показать, кто главный. И, естественно, этот человек хочет вам заявить о том, какое у него чувство собственного достоинства, чувство значимости. Вы должны это подтвердить. Если вы это не подтверждаете, он откажется вам что бы то ни было хорошее делать и помогать. То есть, вот понимаете, проявление гордыни все-таки здесь присутствует. Хорошо. Теперь, как он будет действовать в вашу сторону, примерно в ближайший месяц, как он будет действовать. Утка подумала, наверное, что я ему, да, это селезень, протягиваю карту и прям идет уже. Как он будет действовать в вашу сторону в ближайший месяц? Сейчас узнаем. Итак, я здесь вижу тройку мечей. Пока что человек может проявлять к вам чувство обиды. Мол, я обижен, я обижен. И пока вы эту обиду не закроете друг с другом, действий кардинальных не ждите. Вам нужен разговор, откровенный разговор по душам, да, помириться. А сейчас, на сегодняшний день, действия показываются, что демонстрируя обиду, демонстрируя боль свою какую-то, да,
я покажу тебе, что я страдаю, что я переживаю, что у меня на душе камень, понимаете? То есть сначала холод пробегает, желание поставить на место, а потом уже идет, конечно, вот такое состояние, что у меня на душе камень и обида. То есть продемонстрировать, как он именно страдальчески живет, понимаете? Вот это он и будет показывать. Мне кажется, вам лучше его утешить, и вы помиритесь, и уже там поговорите, да, и все будет хорошо. Ну, вот такая вторая позиция, извиняюсь. Так, третья позиция. Смотрим третью. Сначала мы смотрим ваши чувства к этому человеку, да? Это паж пентаклей. И вообще паж пентаклей — это желание угождать. Вот я всегда вижу в паже пентаклей человека, который может сделать для своего партнера или партнерши абсолютно все. Там дарить свое время, внимание, подарки, писать письма, сообщения. То есть у вас прям есть желание с ним переписываться, общаться, разговаривать, понимаете? Сообщать ему какие-то новости, встречаться. И, естественно, он вам очень нравится или вы влюблены. Вот. Очень сильное влечение, очень сильное притяжение. И физическое особенно, потому что это пентакли. Пентакли — это масть материи. Ну, то есть физическое на первом месте, удовольствие на первом месте. Поэтому да, влечет, да, тянет к этому человеку, это совершенно точно. Если себя узнаете, если вы готовы угождать, делать для него многое, то это ваша третья позиция. Смотрим дальше. Что чувствует он по отношению к вам? Давайте узнаем, третья позиция. Что же он к вам чувствует? Утки нас оккупировали, смотрю. К нам вообще все живое тянется, видимо. Мопсы, утки. Итак, мысли — это шестерка кубков. Вернуть что-то, вот как романтику в отношения, свидания вернуть, да, какие-то сюрпризы, подарки делать. Может, он хочет вам устроить романтик, там свидание, да, и подарить подарок. Вот это, наверное, сейчас у него на первом месте в мыслях. Удивить, порадовать, выслушать, поговорить по душам, быть вместе, то есть вообще быть в этих отношениях, да, быть ближе друг к другу. Это очень важно для данного человека. И, конечно, он готов делать все для вас. Вот прям мысли у него самые-самые позитивные о вас. Вот. И чувства, конечно, вот такие, что я люблю тебя, я там жду тебя, да. И вот, конечно, там хочу тебе что-то подарить, я тебя приглашаю, я говорю тебе о своих там новостях, да. То есть вот такая вот карта, очень-очень светлая. Конечно, любовь. Любовь в чувствах — это точно любовь. Хорошо, а теперь смотрим, о чем он думает для этих отношений. Вообще, как он их собирается там, да, продолжать. И тут у нас, значит, двойка кубков. Вот видите, опять же, любовь, романтик, свидание, продолжение отношений. Я хочу быть с тобой всегда, да. Мы вместе, мы пара. Я хочу устроить романтическое свидание, опять же, да. То есть все быть вот только ближе к вам. Растворяюсь в тебе, люблю тебя. Вот вы к нему тянетесь, он к вам тянется. Вот здесь прям взаимность в чувствах, здесь прям все хорошо. Любовь проскальзывает как в мыслях, так и в чувствах у человека, как в сердце, так и в голове, понимаете? То есть его голова с сердцем сейчас дружит полностью. И, конечно, вас обожает. Вот прям от всей души готов что угодно для вас сделать и прям звездочку с неба достать. Я считаю, идеальная пара. Так, будут ли действия с его стороны по отношению к вам в ближайший месяц? Давайте посмотрим. Какие действия он предпримет в ближайший месяц в вашу сторону? Действия. Ой, тут у нас десятка мечей. Смотрите, десятка мечей показывает окончание чего-то, какого-то или периода сложности в отношениях, или, может быть, окончание какой-то фазы в отношениях, так как раньше уже не будет, если, допустим, люди получили известие о беременности. Поэтому я считаю, здесь лучше уточнить, это в каком позитивном смысле десятка мечей или в негативном. Сейчас узнаем. В позитивном она или в негативном? Семерка мечей. Семерка мечей показывает, что, возможно, человек от вас все это время что-то скрывал, а рядом с десяткой мечей перестает скрывать. То есть что-то скрытое, то, что было раньше для вас неизвестно, станет известным. Я расскажу тебе все свои тайны, расскажу тебе все, понимаете? И вот это все, когда вот он расскажет, когда вы узнаете о нем действительно правду, вы уже будете решать, оставаться с ним или нет. Потому что сейчас любовная эйфория. Вы друг друга обожаете, вы друг друга цените, вы друг для друга на все готовы. И вы там готовы встречаться, там свидания, там подарки дарить. А когда вы узнаете какую-то правду о нем, ну там, не знаю, вот как в Нэнси Дрю. Я сейчас так посматриваю сериал Нэнси Дрю.
там 2000 какого, 16 или 18 года, такой интересный сериал, мистический, детективный. И там Нэнси Дрю, она, мол, встречается с Недом Никерсоном, как обычно, но при этом все нестандартно, да, и она не знает, что он сидел в тюрьме. И потом ей приходится узнать о нем эту правду. И вот уже дальше она, естественно, принимает решение, там, быть с ним или не быть, но она приняла решение с ним быть. И я надеюсь, что когда вам откроются какие-то секреты вашего партнера или партнерши, которые нелицеприятные, не нравятся вам, что вы примете решение на основе чувств, да, что вы будете с этим человеком, несмотря на то, что эти какие-то факты его биографии вас не совсем устраивают. Ну, вот такие у нас были интересные, значит, 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Меня клюет утка. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.